Свое собственное дело Алексей Алексеев открыл 6 лет назад. Цех по производству мебели стал детищем его семьи. Время шло, и Алексей решил расширить бизнес. В этом ему помог социальный контракт. Субсидия, полученная от государства, позволила закупить необходимые инструменты и расширить ассортимент производимой продукции. По признанию Алексея, документы он собрал быстро и с первого раза. Написали заявление. Почти сразу все одобрили. И вот большое им спасибо хотелось бы сказать соцзащите. Купили инструменты, ручные в основном, самые необходимые. И вот так дальше работаем. Я думаю, обратить внимание нужно на написание бизнес-плана. Надо тщательно сидеть и самому писать. Социальный контракт – это способ получить поддержку от государства для поиска работы, открытия бизнеса или же развития подсобного хозяйства. Сегодня этой мерой воспользовались более 4800 семей по всей Якутии. Кто же может претендовать на получение выплаты? Прежде всего, это люди с уровнем заработка ниже прожиточного минимума, в том числе многодетные семьи, граждане с ограниченными возможностями здоровья, неработающие пенсионеры, участники СВО и члены их семей. Какие документы необходимо предоставить для заключения социального контракта? Как и во всех организациях, попросят предоставить паспорт. Помимо него нужно прикрепить бизнес-план, документы, подтверждающие родственные отношения, справку, подтверждающую доход за 3 последних месяца, реквизиты лицевого счета. Они предоставляют нам свой бизнес-план, свои идеи развития. Мы заявление это принимаем, комиссия рассматривает. После подачи документов обязательно составляется акт жилищно-бытовых условий этого гражданина, проводится собеседование и обязательно они проходят тестирование на определение уровня своих компетенций в сфере бизнеса. Заключить социальный контракт можно через МФЦ, администрацию района или города, через портал госуслуг, а также в управлении социальной защиты населения. Социальные контракты, являясь эффективным инструментом реализации национального проекта «Семья», позволяют адресно поддерживать семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Вероника Таюрская, Виктор Дьячковский, Якутск.